Всем привет, меня зовут Алина Баженова, и наконец-таки вы можете смотреть первый выпуск шоу в подкате с Алиной Баженовой. Так приятно видеть свое имя в названии программы, но еще более приятно, что здесь моими собеседниками будут очень интересные люди, а точнее мужчины. И сегодня здесь в гостях у меня Аманбек Маныбеков, кыргызстанский футболист, защитник Алги и сборной Кыргызстана. Аман, привет! Здравствуйте. Скажи, ты не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»? Не против. Проще, когда тебе нравится, когда к тебе обращаются Аман или Аманбек? Аман? Аман. Да. А вообще, как тебя называют друзья? Друзья называют Маня. Маня? Маня, да. Ага. Ну, наверняка мама с папой тоже как-то называют. Ну, там уже Аманчик. Как бы. Аманчик. А когда кто-нибудь вот из друзей или сокоманников называют тебя Аманчик, тебе как, комфортно или все-таки лучше Аман? Мне комфортно. Комфортно. Да. Окей, хорошо. Буду звать тебя Аманчик. Хорошо. Ну ладно, нет, наверное, все-таки буду называть тебя Аманом. Я очень рада, что ты нашел время, пришел в программу. И более того, у нас дебют, первый выпуск, и ты наш гость. Скажи, с чего вообще начинается день футболиста Амана? День футболиста Амана начинается с того, что я просыпаюсь, как умываюсь и готовлю себе завтрак. Рано просыпаешься? Да, рано, в 7-8 часов. Угу. Да. А утром бывают тренировки какие-нибудь, или они там во второй половине дня? Да, бывает, но это во времена сборов, тогда уже двухразовые тренировки, и тем самым мы утром тренируемся и после обеда, как бы двухразовые тренировки. А как часто вообще вот у действующих игроков, да, получается, сборной, и тем более ты вот в бишкекской Алге, как часто вообще бывают тренировки? То есть сколько раз в неделю вы должны тренироваться? Мы тренируемся каждый день, в неделю, 7 раз в неделю, и в воскресенье, в субботу у нас матчи. Здорово. То есть это какой-то сумасшедший режим, потому что я тоже тренируюсь, и мне говорят, обязательно должны мышцы отдыхать. У футболистов они не отдыхают. Нет, отдыхают. Отдыхают? Потренируемся вот, 1,5 часа, 2 часа, и целый день у нас как бы идет на отдых. Восстанавливаемся, кто как может. Там, Ну, может лед, не лед, там, в ванную там, сесть, холодную. То есть ты садишься в ванную со льдом? Да, и так мышцы восстанавливаются. И, то есть у тебя, наверное, дома много льда, тогда заготовлено обычно? Ну, не лед, а просто холодная вода. Холодная вода, да. Хорошо. Помимо вот таких отдыхов, да, такого отдыха после тренировок, какой отдых ты еще предпочитаешь? Просмотр фильмов, сериалов и игры там, по телефону или через компьютер. То есть в компьютерные игры тоже играешь? Да. А во что именно? В доту. В доту? Я знаю, что дота — это такая игра, я вообще сама не увлекаюсь компьютерными играми, но знаю, что дота — такая игра, в которую ты погружаешься год, два, и где-то на третий год ты начинаешь понимать, что к чему. Да, это очень сложная игра, там просто очень Но ты много давно героев. играешь? Ну, с техникума, да. Вот с друзьями после уроков выйдем и в компьютерные клубы. Ну, где-то года 4 уже точно, да? Ну, последние вот года 2 уже, наверное, уже не так уж и активно играю. Так в основном чисто уделяю на себя, как бы восстановление. Понятно. Расскажи, а вот ты сказал про фильмы. Интересно вообще, каких режиссеров ты, то есть какие фильмы смотришь, какие жанры предпочитаешь? Там ужастики, мелодрамы, может быть, комедии или спортивные драмы тоже бывают? Ну, я смотрю все подряд. Как бы, то, что нравится, то и смотрю. Новые фильмы как бы, не пропускаю на премьеры. Вот с друзьями собираемся и ходим. Ну, самое вот, то, что какой фильм понравился, это вот «Мстители», вот Marvel Studio, который снимает. Ну, конечно, да, Ну, каждую часть «Мстителей», да, наверное, смотришь. Почти не пропускали друзьями, вот только на премьеры вот ходили. Здорово. Ну вот в апреле я знаю, что будет вновь премьера с «Черной вдовой», Да, кажется, «Черной да? вдовой», да? А вот из последних фильмов на что ходил на премьеры? На что ходил? «Джентльмены», может быть, Гая Ричи? Не, мы хотели, но уже было поздно, и мы решили уже по домам разойтись. Сходите да. обязательно, пока он идет в кинотеатр, потому что фильм классный, мне кажется, особенно мужчинам таких профессий, как вот, тем, кто занимается спортом, футболистам, стоит посмотреть. Просто будет очень интересно. Аман, скажи, а вот у меня тут такие вопросы заготовленные редактором, очень интересные. Ты вообще живешь один или, может быть, не знаю, с друзьями, может, с родителями? Живу с родителями. С родителями Да, живешь? живу с родителями. Съезжать собираешься? Ну, я являюсь как бы единственным сыном,
Так что я Понятно. с родителями буду жить, Ага. не с семьей. А девушка у тебя есть? Это не я задаю, это вот здесь вот редактор подготовил. Нет, нету. Девушки Холост, нет? Да. А почему времени нет на девушку? Да, времени нет. Только уделяю все время на футбол, и тем самым не получается. А не грустно бывает? Потому что мне кажется, когда нет человека, с кем можно там сходить в кино, поделиться именно противоположного пола человека, как-то грустно же. Да, и бывают такие времена, да, когда Бывает сидишь, грустно. да. А ты есть в социальных сетях? Ну там в Фейсбуке, в Инстаграме? Да, во всех социальных сетях. я есть. То есть девушки, в принципе, могут тебе написать в директ? Да, конечно. Хорошо. Скажи, как называется твой аккаунт в Инстаграме? Мой аккаунт manubekov.a. Маныбеков.а, да? Маныбеков.аман. Девушки, заходите, подписывайтесь, можете даже в директ. А ты вообще в социальных сетях знакомишься? То есть, если девушка напишет тебе в личку, она получит ответ? Она может надеяться на это? Да, почему нет? Всегда А открыт. хоть раз на свидание ходил с кем-нибудь, познакомившись вот в интернете, например? Нет, ни разу. Не ходил. Да. Но можешь пойти. Да? Окей, хорошо. Аман, вот мне очень интересно, как вообще, то есть, понятное дело, что ты сейчас выбрал футбол, ты сейчас в активной фазе, да, занимаешься, ну так тренируешься, играешь, выступаешь в сборной. А вот если бы ты не был футболистом, какую профессию выбрал бы ты тогда? Что так же страстно тебя увлекает, как футбол? Что меня увлекает? Ну, я когда учился в школе, любил черчение и думал там после поступить в архитектурную. И там мне нравилось что-то создавать, строить, да. Я вот думаю, может, архитектором, да, занялся бы. Как здорово! То есть ты хорошо чертил, Да. и, соответственно, тебе хотелось вот именно, потому что я знаю, что туда тоже не все могут поступить вообще на архитектора, да? Должны быть какие-то навыки рисования, черчения. Ты не поступил. Да, не поступил, но родители, посоветовали мне пойти в финансы. Вот. Я поступил в финтех и окончил профессию бухгалтера. То есть ты дипломированный бухгалтер. Как здорово. То есть ты свои там доходы, расходы можешь сам посчитать, дебет с кредитом. Классно. А почему ты закончил именно бухгалтерию? Ну, то есть... родители посоветовали, и они сказали, что в финансах в будущее бухгалтер не пропадет. Мне кажется, вот родители очень часто, да, вот такую позицию выбирают. Не пропадешь, выбери профессию, которая поможет тебе в этой жизни как-то выжить. А когда ты стал заниматься футболом, родители не были против? Поначалу были против, потому что по учебе футбол мешал, тренировки, не успевал на учебу, и тем самым родители говорили уже все, завязывай, учись. А Потому ты? что по учебе там будущее, да, на учебе. Я все равно выбирал футбол. Все равно ходил на тренировки, настоял на своем, и они не прогадали, да, родители. Сейчас уже наоборот говорят. Но они поняли, что они тогда ошибались, да? Да, ошибались. А сколько лет ты вообще занимаешься футболом? Когда ты начал играть? Начал в районе 9 лет. Когда мы переехали в микрорайон Кокджар, и рядом с Кокджаром находится база футбольного центра. И смотрю, мы играем на улице, и раз друзья говорят, пойдем, запишемся на футбол. Я с ними пошел, записался, и вот... По сути, так случайно, да? То есть не было такого, что ты там 7 лет смотрел матчи, болел за Реал, например, да, и хотел... А то есть ты просто пошел в секцию футбольную и пошло? Но нет, до этого я болел за футбольный клуб «Зенит». Моя сестра училась в Санкт-Петербурге, и оттуда привозила формы, вимпела, шарфы. Понятно, сувенирку зенитовскую. И после этого болел «Зенит», смотрел их матчи. И тем самым влюбился, может, в футбол. Ну, здорово. А сейчас родители не говорят, не знаю, может, футбол все-таки не твое, давай пойдем бухгалтером работать? Не, может, только отец может сказать, он-то борец сам. Вольной борьбой занимается? Да, вольной борьбой. Спортсмен? Да, спортсмен. Весь наш род, все друзья, все окружение родителей, все борцы. А ты такой решил выделиться. Да, я тут один футболист такой вышел.
Интересно. Но, наверное, тоже не зря. Все борцы теперь гордятся футболистом. Хорошо. Аман, у меня еще есть, знаешь, такие вопросы касательно интернета. Сейчас мы понимаем, что очень много времени вообще молодежь, да и взрослые тоже люди, да, сидят в интернете. Ну, то есть это YouTube, это социальные сети. А вот ты, когда заходишь в интернет, ты в основном что ищешь? Для чего ты заходишь? Ну, я смотрю обзоры футбольных матчей, смотрю блогеров, да, всяких там в Ютубе, которые есть. И сам тоже как бы участвую в этой системе. У тебя есть блог? Да, у меня есть канал в Ютубе. Так. Я делаю как бы нарезки для футболистов. Здорово. А какие нарезки? Футбольные нарезки. То есть это с твоих, там, где ты играешь, участвовал, или? Друзья, вот футболисты ко мне обращаются, они вот просят сделать им видео для того, чтобы они могли выбраться с Кыргызстана, да, уехать в другие страны, показать там себя. Как здорово. То есть ты еще и занимаешься монтажом? Да, монтаж. Интересно. А как часто ты загружаешь на свой канал, ну, какие-нибудь видеоролики? Видеоролики, может, неделю раз загружаю. Ну, достаточно активно, да? Да. А сколько подписчиков у тебя на канале? 350 в этом районе. Ну, они такие постоянные, лайкают, комментируют. Да. Здорово. Хорошо. Аман, вопрос еще есть такой. Мы знаем, что мужчины, ну, конечно, они это сильный пол, они все должны быть мужественными, смелыми, храбрыми. У тебя есть какие-нибудь такие слабости? Ну, то есть какие-то привычки, от которых ты не можешь избавиться? Или то, с чем ты вот бороться не можешь, и это твои какие-то слабые стороны? Ну, сладкое, может быть, да? Я увижу. Любишь сладкое? А Да. что именно? Ну, тортики, печеньки, да? Например, когда, не знаю, вот стоя, да, вот приносят гостинцы домой, и раз на столе стоит печенюшки. Все в одном пакете невозможно что-то Мимо не отделить, да? пройдешь, такой, я смотрю, такой, прохожу, такой, посмотрю, и раз одного закушу, уйду до такой. А торт ты какой любишь? Потому что видов, много же тортов разных. Да, вот медовый люблю. И вот в Куликовском вот продают такие 4 шоколада. Вот, 4 шоколада. 4 шоколада, вот, они вот любимые. То есть сладкое – это твоя слабость. Да. Часто себе позволяешь сладкое? Я сейчас уже все ограничиваю себя как можно. Только вот мед и все. Но мед помогает восполнить, наверное, да, потребность вот в Да. сладком именно. Скажи, а вот мы поговорили о слабых местах, а что касается сильных сторон? Что ты считаешь своей сильной стороной? Сильной стороной это, наверное, можно сказать, Не знаю, может, в спорте или есть в характере какая-то черта очень. Но я знаю, наверняка есть настойчивость, да? Да, Усидчивость. да, усидчивость, да, точно. Особенно, когда монтируешь, да, монтирую, что-нибудь? да. Могу просто часами, днями сидеть. А сколько ты можешь монтировать? 2 часа, 3 часа? Где-то в районе 3 часов, 4 часов да, могу сидеть. Чтобы все было классно, Да, да? все идеально, и ему понравилось, да. А еще что? Из сильных таких качеств. Блин, сейчас в голову не приходит. А вот ты такой целеустремленный человек? То есть если ты для себя ставишь какую-то задачу, какую-то цель, Да. ты вот, то есть не отстаешь от нее, пока не выполнишь, пока не достигнешь? Да, стараюсь вот поставить себе цель, планочку, и к ней вот потихоньку идти. Хорошо. А может быть, родители знают твои какие-то сильные стороны и говорили, что вот Аманчик, вот это классно в тебе? Или бывает, что отцы говорят, что вот это у тебя от меня, например? Может, характер, да, какой-то, может, принял у родителей. Ну ладно, не буду тебя дальше смущать. Ты, наверное, очень скромный, скорее всего, да. Да. Потому что... Минус, да, моя скромность. Я не знаю, не могу раскрыться, да. А когда ты видишь, девушку симпатичную, вот она тебе понравилась, и ты хочешь с ней, допустим, не прочь бы познакомиться, ты знакомишься? Или вот здесь тоже твоя скромность, или девушка должна сама проявить инициативу и познакомиться с тобой? Мне все же скромность, да, мешает. Ну, я такой раз увижу, а потом скажу себе. Если еще раз ее увижу, обязательно подойду. И не видишь потом. И больше не вижу. И прошло 5 лет, да? Скажи, Аман, а вообще вот из твоих... скромность, мы поняли, что ты скромный. А еще какие вот есть черты характера, такие прям
не знаю, со скромностью. Ну, скромный, значит, немножко стеснительный, да, наверняка? Да. Ну, я как бы много не говорю, я люблю слушать. Я слушаю, да, в основном так слушаю и могу там советами поделиться. Там, если там ребята обращаются. Советы. Да. Наверное, читаешь книги какие-нибудь? Да, последнюю книгу прочитал про Златана Ибрагимовича. То есть такую биографичную, да, про его... Да. И как, понравилось? Да, понравилось. Вообще, кто из футболистов тебя вдохновляет? Чья игра тебе нравится? За кем ты следишь? Ну, кто мне нравится? Ну, по позиции я сам левый защитник, и мне нравится, как играет Марсел, там, Кимих, вот как бы своего плана футболисты, да. А Потому так, что кто ты у них вдохновляет, чему-то учишься, конечно, да, я именно вот смотрю по и, позиции. да, учусь у них. А что тебя вообще поразило именно в биографии Златана Ибрагимовича? Но он был очень такой смелый, да, как бы ни на кого не досмотрел, он, как бы шел к своей цели и как бы, был такой целеустремленный и сильный, да, в основном. Такой характер у него был жесткий. А много книг читаешь таких биографичных? Нет, не так уж. Не так уж много. Да. Ну, еще есть футболисты, которых ты бы тоже хотел, возможно, побольше знать. Да, вот смотрю биографические фильмы, да, вот ихние, и тоже вот смотрю и учусь у них. Так, ну, так хотел бы, да, посмотреть. Но ты, наверное, когда смотришь фильмы, тоже у тебя вот люди, которые, я знаю, что занимаются, в принципе, видео, да, роликами, там, монтажом, тоже такой взгляд уже кинематографический немножко, или взгляд видеографа. Да. Не было желания снять фильм какой-нибудь, допустим, спортивный, биографичный? Да, были такие мысли. Вот я занимаюсь монтажом, да, и может там вскоре стану, может, каким-то продюсером, да, может. Сразу продюсером? Ну, не знаю, да, сразу мне там приходят мысли. Да, Ага, то есть у тебя есть даже мысли по поводу, допустим, съемок фильма какого-нибудь, да? да. Например, О чем он будет, этот фильм, если ты соберешься снимать? про Манас, да, какой-нибудь блокбастер можно снять про Манас, Что-то в стиле Марвела, да? Да, Мстителей? типа этого, да. А, Можно было снять. ну вот, хорошо, Марвел, Мстители, а DC комикс смотришь? Да, смотрю тоже. Ну, посмотрел фильмы последние, да? Что тебе понравилось именно из другой киностудии, так скажем? Ну, у них более жизненное, да, они как-то по-серьезному снимают такие фильмы, а Marvel так-то более комедичные, да, такие ха-ха, там посмеяться, да, комиксы, да. А в DC там более серьезные, такие брутальные, да, персонажи. А супергерой у тебя какой любимый, скажи? На кого бы ты хотел быть похожим? Мой любимый супергерой — это Флэш. Флэш. Да. А Флэш у нас кто был? Вот как раз таки я упустила фильм с Флэшем. Это... Это быстрее, который красный бегает быстро. Хорошо. Кто-нибудь из знакомых, еще кого-нибудь назови супергероев, кроме Флэша? Супермен. Супермен. Аквамен. Супермен нравится. Чудо-женщина тоже хороший герой. Ну да, классный герой. Хорошо, твой герой в твоей жизни, человек, на которого ты равняешься и кто тебя вдохновляет? Может быть, из семьи кто-то или из друзей? Да, это отец вдохновляет меня. Как, он своим примером или своими словами? Или... Да, всем подряд, вот, словами, характером, да, как бы, он у нас очень как бы, раскрепощенный, да. Я очень, как бы, не знаю. А ты, наоборот, стеснительный и скромный. В маму пошел. А папа очень, да, он, знаете, как бы, раскрепощенный, общительный очень, да, как бы душа компании. А я вот такой скромненький такой. А папа тебе как-то говорил, что там, а мам, нужно быть смелее, там, допустим? Да, всячески говорит такого плана советы. Я прислушиваюсь и работаю над собой. Понятно, хорошо. Но ты очень послушный и воспитанный сын, по-моему, да? Да, меня очень хорошо прям воспитали, что аж, не знаю, не могу себе что-то другого позволить. Можешь похулиганить. Да. А какие были хулиганские поступки? Ну, хотя бы там в детстве, не знаю, с ребятами там яблоки где-нибудь воровал у соседей, не знаю, малину. Нет, такого у меня не было, чтобы я воровал, да. Там, Ну, я точно не воровал, Не, ты просто пошел яблоки взял, Да, попробовал. сорвал, да, такого плана. А Набрал. вот в детстве, помню, мне родители рассказывали, мама в основном, ну, папа вот курит, да, и я, смотря на него, в детстве я уже, не знаю, может, года два мне, я ходил, собирал окурки, и вот повторял отца вот такие
Такое курил такой. подражание, да? Подражал, и Ага. все лицо в грязи. Сейчас ты так не делаешь же? Не-не. А скажи, вообще для тебя вот в чем заключается крутость мужчины? Крутость мужчины. Да, то есть вот когда ты, то есть какое качество мужчины для тебя означает, что вот, допустим, отец у тебя крутой, потому что он раскрепощенный, да, потому что он не боится выражать там свою точку зрения. Да. А еще какие качества мужчины для тебя означают, что вот это круто? Раскрепощенный, ну вот, который, не знаю, делает, сказал он, например. И сдержал слово, И сдержал да? слово, да. Типа такого, там, надежность, там, может, надежность, да? То есть человек, на которого можно положиться, Да. который оправдает твои ожидания. Мгм. Хорошо. А ты служил в армии, Нет, в кафедре я служил. в кафедре? А почему не пошел служить в армии? Не знаю, может... Кто-то не был захотел. против или ты сам был против? Не, почему я был не против, но родители, может из-за футбола, да, как бы меня не хотел покидать футбол из-за вот, может, думал, помешает, да. И я поступил на кафедру. Вот, последний год, когда вот кафедра вот закрывалась, я успел туда поступить и вот закончил, младший лейтенант. Здорово. То есть есть у тебя звание младшего лейтенанта. Да, получил военный билет. Хорошо. Это классно. А тебе вообще, когда ты вот ходил на кафедру военную, тебе нравилось? Нет, Не нравилось? да. То есть все, что связано с военной такой тематикой, не очень по душе, да? Не то, что военной тематики, просто надо было просыпаться очень рано. Просыпаться в 4-5, и нужно было прийти на плац в 7 часов, уже стоять на плацу и стоять, да, как бы. Зимой в основном, когда холодно, стоять на плацу, пока все построятся. То есть ты не любишь такой дискомфорт? Да, А ты вообще во сколько просыпаешься? Ты сказал, что достаточно рано. да. Но не холодно, поэтому это нормально для Да. тебя, да? Ну, я же не выхожу на улицу в 7 часов, да? А так и просыпаюсь в 7 часов. А во время сборов мы просыпаемся в 7:30 и идем сдавать Нормативы, не да? нормативы, а свои показатели, показатель сердца, вес, не вес. как бы. Понятно. Из-за И этого- потом что, построение, да, обычно, что там еще происходит? Да, На военной завтра. кафедре. Да. У меня есть такой вопрос к тебе. Вот ты попал в национальную сборную Кыргызстана по футболу. Это не так легко, да, и многие, кто занимается футболом профессионально в нашей стране, конечно, хотят попасть в сборную. Для тебя как это вообще получилось? Ты стремился, тебя кто-то заметил. Как ты попал в сборную? Да, все, что вы сказали, правильно. Я вот поставил вот себе цель попасть в национальную сборную. До этого тоже посещал матчи, да, сборной, смотрел, восхищался. И также работал, поставил цель и попал. И попал, да. Просто верил в себя, работал над собой, и меня заметили. Потому что до этого я играл за молодежную сборную. И Уже там засветился, наверняка, да, наверное, я уже. уже там себя проявил, и меня пригласили уже в национальную сборную. А какие чувства ты испытал? Вот ты уже в национальной сборной. Понятное дело, что ты будешь выступать, да, в составе сборной. Эйфория, может быть, звездная болезнь. Не, насчет звездной болезни не знаю, не было такого. А так, эйфория, да, как бы не верилось, да, что я в числе 23 футболистов и тренируюсь, живу с ними и выхожу с ними на поле. Самое вот кайфовое то, что было выйти на поле в составе, да? В составе сборной. В составе сборной и в окружении болельщиков играть. Это как бы не передать словами такие эмоции, ощущения. А вот самая такая запоминающаяся для тебя игра, когда ты выступал в составе сборной? То, что особенно как-то тебя взбудоражило, появление там на стадионе, среди болельщиков? Ну, это вот первый мой дебютный матч против Туркменистана. В этом матче мы выиграли со счетом 1-0. И вот этот матч был для меня первым и незабываемым. Там болельщики просто поддерживали, так поддерживают, что ты просто как бы не устаешь. Знаешь. То есть болельщики в самом деле придают силы футболистам, да, и тебе конкретно? Да. Ихняя поддержка, ихние вот крики, да, просто типа, заводят, и ты вообще не устаешь и просто бегаешь, вносишься. А кто-нибудь вот из знакомых и незнакомых на стадионе во время твоей игры кричал там: «Аман, давай, вперед!» Да, в то время я играл за клуб Абдышата.
И наши болельщики очень Активные. активные, там, с барабанами, там, Шамиль Байке есть, он кричит, болеет. И- Это тот самый, который постоянно с барабанами появляется Да, на с барабанами. стадионе? Да. И так получилось, что я, играя слева, они вот сидели также на моей стороне. И в один момент я их слышу, да, получается, и я То есть ты бегаешь на поле, как бы ты Ага. играешь и слышишь их? Да, и слышу, и в один момент отвлекаюсь. Раз так повернулся, и мяч в мою сторону летит, и мяч пролетает мимо меня. Так. Так, получила от тренера за это? Нет, не получил. Не получил. Да, я потом отработал и загладил вину. А вот скажи, вообще болельщики, ну те, кто следят за нашим футболом, да, за игрой наших ребят, они тебя узнают на улице? Да, периодически узнают. Подходили, может быть, не знаю, автограф брали или просили сфотографироваться? Да, автограф брали в основном маленькие ребята, подбегали, фотографировались. Приятно это делать? Да, приятно. То есть ты не отказываешь в фотографии, фотографируешься со всеми? Да, почему нет? А вот родные, мы знаем, что как бы особенно у нас, да, вот в нашей стране, родные, они сразу все узнают. Родные за тебя болеют, смотрят игры с твоим участием. Да, мои родители всем зазванивают, звонят, говорят, вот он будет играть, Включайте, да, включай да? телевизор, по таким номерам играю, вот в таком флаге. И все они смотрят, болеют. Это переживают. Да. Гордо и приятно. Скажи, вообще вот планы твои. Вот ты играешь сейчас в сборной, ты играешь за Алгу. Есть планы выхода на международный уровень? Вообще работаешь ли ты над этим, или ты, в принципе, доволен тем, что есть, и как бы далеко идущих планов нет? Нет, есть цели, также присутствует, но не от нас все зависит. Ну, как бы зависит, как бы я должен проявить себя, да, показать очень качественную игру, чтобы меня заметили за рубеже. Потому что они постоянно, то есть, смотрят игры и постоянно присматривают себе игроков. Да, в основном смотрят агенты. Вот через агентов Сейчас уже- у тебя агента нет, насколько я знаю. Да. Но уже хочется, наверное, да, чтобы Да, появился хочется, агент. я как бы, отправляю всем агентам, как бы, нахожу свои видеонарезки, им пишу, как бы, вот в таком я играю в стране, и, как бы, посмотрите на меня. Там. Здорово. Скажи, а до скольки лет вообще есть в планах играть в футбол? Ну, дай бог, чтобы все было хорошо, да, чтобы со здоровьем все было в порядке. Играть до скольки, не знаю. Ну, можно и до 50, да, если быть в хорошей форме. Ну да, пока здоровье позволяет, почему нет. Окей. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, согласился, уделил свое время. Я тебе желаю тебе успехов в футболе, Спасибо. не только в футболе. Я хочу пожелать тебе успехов, вот как девушка, в личной жизни. И быть менее стеснительным. И, наверное, все-таки... Потому что девушки любят, когда мужчина проявляет инициативу. Да. Я тебе желаю успехов и в футболе, и в личной жизни. И как-нибудь к нам еще забегай обязательно. Хорошо, спасибо, что пригласили. Было очень приятно. Спасибо тебе. Это была программа «В подкате» с Алиной Баженовой. Мы с вами скоро обязательно увидимся. Всем пока!